Почему наша книга не про сами события 16 года, а про то, как они вспоминались и как они запечатлелись в нашей памяти. То, как мы помним свое прошлое, очень сильно формирует наше будущее. Как любой человек, как он вспоминает свое прошлое, позволяет ли он себе об этом думать, очень сильно зависит то, как он будет жить в будущем. А насколько это даст ему свободы, насколько это даст ему уверенности, насколько, несмотря на травмы, он обретет достоинство. Поэтому очень важно понимать, как мы воспринимаем такие события, как мы их помним, как мы их транслируем в настоящее или в будущее. И в этой книге есть очень важные моменты. В первой части книги мы рассказали о том, как Юркюн вспоминался в литературе, как Юркюн вспоминался в искусстве, как об Юркюн говорило государство, то еще советское или нынешнее. Вторая часть книги говорит о том, как общество вспоминало, как оно, несмотря на запреты, помнило, как оно передавало из уст старшего поколения молодому поколению. И то, как потом события 16 года, период 90-х годов, стало флагом, знаменем изменений, знаменем суверенитета и независимости для жителей Кыргызстана. И прежде чем строить свою независимость и суверенитет, люди, которые шли к этому, они сказали, что нужно отдать должное предкам, нужно прочитать Коран людям, которые так и не были по-человечески захоронены. И эта память, она должна быть. Для нас очень важно, чтобы уже мы могли рассказывать об этом своим детям. И об этом наша книга.